Эльвира Ханум, хош келдіңіз. Sağ olunuz. На самом деле для нас большая радость видеть вас в обители Сервис Студио. Çok sağ olunuz. Конечно, приглашая историка сегодня в наших реалиях, нельзя не говорить о судьбе крымских татар в прошлом. Но мы, конечно же, об этом еще поговорим. Но я бы хотела бы начать нашу беседу с нашего с вами личного знакомства. Точнее, это даже было не личное знакомство, а наша первая встреча. Когда мы завершали съемки одного из документальных фильмов, на одной из исторических улиц Бахчисарая мы встретили вас, как вы проводите группу. С нами был герой нашего фильма. И вы как раз рассказывали о местности, как раз возле дома нашего героя. И это было настолько удивительным совпадением, и тогда вы взяли какую-то информацию этого героя и добавили эту часть информации, насколько я понимаю, в экскурсионную свою речь с тех пор. Да. Вообще понимание проводить экскурсии по нашим таким важным местам, как пришло в ваше сознание, с чего это все началось? Вообще хорошая история, я как-то забыла даже немножечко про него. И я тут опять осознаю, что все-таки вера в предопределение, это вера в судьбу, это очень хорошо знать все вот эти моменты. Я думаю, что это не случайно была наша встреча. Да, историю про этого Харбабашку я добавила к себе в экскурсионную программу, она меня тронула. Вообще мы очень часто подходили к этому дому, такой деревянный магаз, первый этаж, такие цветочки, куст цветочков на переднем плане. И мои экскурсанты любили делать фотографии, я люблю делать фотографии, потому что это изюминка моей программы, но я практически ничего не знала про этот дом, пока не познакомилась с Харбабашкой. Как раз когда вы делали съемки, и вот его историю я рассказываю. Это, кстати, Маале Сырлы Чешме называется, где мы были. Я не помню название улиц. Затрубченко называется улица. Я забываю название. Прекрасное название. Большевик. Да, таких названий в Бахчисарае много. Улица Ленина. Это вообще отдельный разговор. И я забываю названия советские. Я постоянно вот так вот хожу, будто бы это Маале, квартал, и у меня в голове крымско-татарские названия. Как пришла идея? Вообще экскурсии — это очень интересная вещь, и историки, они вообще разные, да, немного. Есть кабинетные историки, которые работают в кабинетах, в архивах с документами, а есть такие больше полевые историки. Кто-то на археологических раскопках, кто-то проводит экскурсии. И я подумала, что для практики, для применения тех знаний, которые мы вычитываем из книг и так далее, не хватает вот материально вот пощупать, посмотреть и так далее. Без этого никуда, да? Должна быть практическая деятельность. И с этого момента мы решили заняться экскурсиями. Плюс мы с Арсеном очень часто, Арсен — это мой супруг, Арсен Бей, мы очень часто посещали разные города Крыма. Каждые выходные мы выезжали в разный город Крыма. У нас такая семейная традиция, там Бахчисарай, следующая там. Так это не очень стандартно для крымских татар. Мне хотелось, муж хотел мне все показать, потому что я практически ничего не видела, я из Джанкойского района. И вот как-то в детство мое прошло так, что я вот мало что видела, и муж решил это все показать. И когда я стала видеть эти места исторические, я начала это как-то связывать, какие-то исторические параллели проводить. И я так загорелась, и особенно Бахчисарай, и так захотелось начать проводить там экскурсии, составить программу, потому что все друг с другом связано. Это был первый город? Бахчисарай, да. Не туристический Бахчисарай, это была наша первая экскурсия. Когда я увидела все эти чешмелер, мечети, старые дома, мавзолеи, у меня был такой шок. Это вот просто вот многие приезжают в Бахчисарай, у них есть только Ханский дворец, который сейчас находится в процессе так называемой реставрации, Успенский монастырь, Чфут-Кале.
Все. А сейчас даже Ханский дворец, ну, там большая часть недоступна к просмотру, лишь частично. И люди приезжают, они не знают, что посещать. Они не знают, что за Ханским дворцом что-то еще скрывается, а там целый крымско-татарский мир. И ты заходишь в этот старый город, и ты узнаешь, как жили твои предки, как жили жители Бахчисарая. Это все очень интересно. Вот. Вот эти первые экскурсии, ваши первые, скажем так, посетители этих экскурсий, участники, кто были эти люди? В основном это, естественно, в основном это крымские татары. Часто приходили просто крымчане других национальностей, которым интересна история Крыма. Вот. Но в основном, конечно, экскурсии посещали крымские татары, представители нашей интеллигенции, мои читатели, да, потому что у меня есть исторический блог, и я оттуда набирала первых людей. Но в основном это были, вот, скажем так, студенты, кто-то, в принципе, интересовался семьей. И вот я сейчас вспоминаю по именам, кто у меня был, потому что, когда я только начинала, это было в новинку, в Бахчисарае еще так подобное не проводилось. Возможно, я не знаю, может быть, кто-то проводил, и я не знаю про это. Ну, вот так, чтобы массово, постоянно, по крайней мере, я этого не замечала. И плюс было жарко. Мы начали в июле месяце работу, и не каждый хотел приходить на экскурсию. Изначально это было сложно набирать людей. Уже потом, потихоньку, конечно, люди сами, когда меня видят где-то со стороны, встречают: «Ой, Эльвира Ханум, так хотим к вам на экскурсию» и так далее. Сейчас уже так узнают. А год назад сложно было начинать. Потом был Гизлев, да? Потом Гизлев. Ну, Гизлев, я хочу его все-таки доизучить. Мне кажется, что там очень много материала есть еще, но там нужно покопать, там еще нужно хорошенько поработать. Потом у нас еще был Кокос, Соколиная. Захотелось какую-то этнографическую экскурсию сделать по селу, потому что Бахчисарайский район — это просто кладезь. Да не только Бахчисарайский район, Карасу-Базарский, в принципе, наши районы — это кладезь информации, кладезь памятников интересных, связанных с нашей историей. А в этом году мы сделали Акмесджит еще. Старый город в Симферополе. Какой следующий? Я очень мечтаю о Карасу-Базар. Очень хочу. Просто там каждый том, наверное, в Карасу-Базаре — это история. Очень хочется разгадать историю этих домов, но тоже нужно собирать материал, это тоже нелегко делать. У нас на старших курсах как-то возили в Карасу-Базар. Есть такой писатель, общественный деятель Пейвадити, наверняка вы его знаете. Да. И вот наши преподаватели во главе с ним, он местный житель, и он нам провел такую небольшую экскурсию. Это было настолько увлекательно. От того, как он показывал толщину стен Карасу-Базарских домов, то есть они там шириной где-то, наверное, до метра, и все это не просто так. То есть, чтобы летом это было прохладно, чтобы зимой держало тепло, до остатков, наверное, подскажите мне правильно. Караван-сарай, наверное, вы имеете. То есть дома наших известных писателей, где они жили. И ты ходишь, вроде ты понимаешь, что это уже 21 век, здесь все вроде выглядит по-другому, но ты ходишь по этим улочкам, и ты ощущаешь, как где-то какой-то невидимый, такой невысокий, свойственный Карасу-Базарскому региону, такой плотненький минарет якобы выступает и на тебя вот так вот смотрит. Это удивительное чувство, на самом деле особенный город. Каждый особенный, но есть такие места, в которых историю ощущаешь по-особенному. Карасу-Базар, мне кажется, недооцененный даже, вот так хочется выразить, потому что там очень много старины, Пейвадзити, это крымский краевед, наверное, один из единственных, кто вот так хорошо знает историю Карасу-Базара, насколько я знаю, среди наших краеведов. И знаете, вот что самое интересное, вот когда ходишь по таким местам, вот тебе кажется, что это будто бы советская постройка, такой весь советский фасад, такое. А потом бац, ты видишь, вот чуть-чуть оголяется стена, и ты прекрасно понимаешь, что это старый дом додепортационный. И вот и в Бахчисарае, и в Карасу-Базаре так. Очень интересно. Самый курьезный случай на
в ваших экскурсиях, который вам прям запомнился, и вы ого? Курьезный, наверное, это значит немножечко смешной, да, или как? Возможно, смешное, возможно, вас что-то удивило сильно. Самый замечательный случай, это вот как раз была встреча с вами и с Хравобашкой. Вот, я до сих пор вспоминаю. Самый интересный такой прикольный случай был, когда я каждый раз, когда веду гостей по Бахчисараю, я их подвожу к Бурма-Чешме. Это источник, который создал еще крымский хан в конце XVIII века, датировка на 1748 год. И оттуда до сих пор идет вода. Вкусная питьевая вода, люди набирают там ее и пьют. И вот я веду туда экскурсантов с надеждой на то, что они попьют воду. А Бурма-Чешме она называется, потому что там был специальный водоворотный механизм. Ну, то есть ты крутишь, и идет вода. Но сейчас этого механизма нет. Люди просто палочкой затыкают чешме, вот эту трубочку, и все. Я шучу и говорю, что это Таях-Чешме, а не Бурма-Чешме. И я, значит, подвожу экскурсантов, думаю, все, сейчас мы попьем воды. А эта палочка забита вовнутрь этой трубки. И, в общем, мои экскурсанты остались без воды. Ну, ее вытащить можно было, но у меня инструментов с собой не было для этого. Кто-то очень перестарался. Кто-то, да, со всей силы. Не знаю, насколько смешно, конечно, подобное, но прикольно. Я вот думаю, что бы еще такое интересное вспомнить. Ну, вот курьезное то, что мы вот каждый раз, когда ко мне приходят экскурсанты, они ловят шок. Вот мы идем по улицам, проходим за Ханский дворец, идем, и идет сразу улица Зои Космединянской. Такие, ну хотя бы Алиме Абдинанова, да. Раз такие экскурсанты, почему такие названия? Вот это вызывает, вот у всех, у каждой группы всегда вызывает удивление. Из материка, там, я не знаю, ко мне из Урала люди приезжали и такие, почему здесь такие названия? Даже у нас такого нет, у вас тут везде только коммунистические названия. Это вызывает удивление, конечно. Такие случаи, каждую экскурсию буквально. Говоря об истории, вообще, если даже смотреть на сам перевод слова, это история из чьих-то уст, его история. Да. Но, как по мне, история, она должна быть достаточно точной. Это чуть ли не точная наука, потому что ведь от этого многое зависит. Да, как бы с математикой, физикой не сравнить, но почему история не является точной наукой? Почему информация плавающая, на ваш взгляд? Философский такой вопрос. Я помню, как мы устраивали диспуты на эту тему, когда я училась на истфаке. Самый главный вопрос, когда мы вот говорим по поводу исторического материала, что вот, например, физика, математика, мы можем там поставить эксперимент, в химии, да, химический эксперимент, а в истории, вот как мы проведем эксперимент? Вот у нас есть, например, битва там при Бородино. Ну, как-то будет очень сложно воспроизвести то, что там, например, произошло в 1812 году. Это одна сторона. Кто-то считает, что нельзя поставить эксперимент, поэтому история не совсем может быть точной наукой. Хотя, если честно, трудно согласиться, что да, там история до конца не точная наука, да, потому что у нас есть все равно письменные источники, у нас есть материальные источники, у нас есть огромное количество функционала для того, чтобы определить, что чему там принадлежит. Но опять же, это все нужно постоянно задействовать для того, чтобы максимально быть объективным, максимально стараться быть точным. Но очень сложно сказать, что вот история вот до конца объективная наука, потому что, опять же, посмотрите, как преподается, например, история России или там история Украины. Я училась одно время, я поступила в 2014 году и училась в Симферополе, уже Крымский федеральный университет был, 2 года. Училась и, например, нормандская теория. Вот ты приходишь на экзамен по истории России, и у тебя спрашивают, задают там какие-то вопросы, и там следующий вопрос — это нормандская теория. Вы доверяете этой теории? Нет? Да? Как считаете, правильная она или нет? Ты такой, ну нет. Ну все, 5 тебе, до свидания. Да. А почему? Ну что-то не то. Ну как бы 3, 4 тебе. А когда я перевелась уже непосредственно в Киев, училась в Таврийском национальном университете имени Варнадского, там, ну то есть мне пришлось на 3-й курс перевестись в Киев по семейным обстоятельствам.
И там, например, немного другое отношение, то есть более такое объективное. Опять же, даже вот название. В учебниках истории России мы читаем древнерусское государство, в европейских учебниках мы читаем там Киевская Русь, а в европейских учебниках мы читаем Петр I, а здесь Петр Великий, Екатерина Великая, хотя в европейских учебниках такую информацию, да, не используют. То есть все равно у каждого формируется какой-то свой взгляд на историю, она все равно субъективна с каждой стороны получается. Даже если проводить параллель с сегодняшними реалиями, там, последние десятилетия, условно говоря, не ходя далеко за границы Крыма, то, что происходит, допустим, в Крыму, мы ведь на данный момент видим разные взгляды, и наверняка в истории спустя десятилетия она будет изображаться также с разных ракурсов. Да. И из этого исходит следующий мой вопрос, который, я знаю, вам очень неприятен. А зачем нам нужна тогда история, если она не такая уж точная? Ну, история — это часть нас. История — это часть нас. Нас делает обществом, наш народ, да, является частью народа, потому что у нас есть общее историческое прошлое. И сейчас, да, занятие крымско-татарских историков состоит в том, что создать крымско-татарский взгляд на свою историю. Да, например, там, у украинцев есть свой взгляд на историю, они его сформировали. Там, у поляков свой взгляд, нам нужно формировать свой непосредственный взгляд. Но, естественно, во многих вопросах, многие вопросы будут вызывать дискуссии, это в принципе адекватно, и не только в исторической науке. Вообще, в принципе, могу много что сказать, почему нам нужна история. История делает нас людьми, вот если так сказать, делает нас общностью, делает нас народом. История — это часть нас, которая определяет нашу субличность, благодаря которой наши корни сильнее, благодаря которым мы понимаем, кто мы есть. Да? Мне нравится выражение психологов о том, что вот когда ты знаешь свое прошлое, ты вот прекрасно определяешь свою субличность. И как бы тебе легче понять, кто ты сам. Ну, ты не впадаешь в депрессию. Меньше, да, то есть человек, который понимает, кто он, меньше впадает во все эти стрессовые ситуации, он не размазанная личность, он стойкая, понятная личность. Я есть я, у меня такое прошлое, у меня такие родители, у меня такой род, у меня такой народ. Даже с точки зрения ислама, если мы будем смотреть, это одна из обязанностей мусульманина — знать свой род. Если вы посмотрите, опять же, на исторические памятники того же Бахчисарая, вот я сейчас Бурма-Чешме привела в пример, там у нас есть мраморная табличка с надписью «Кто построил Бурма-Чешме», и там прям указано, да, Селим Герай, сын Каплана Герая, Каплан Герай, сын Аль-Хаджа Селима Герая. То есть указан отец, дед. Зачем? Зачем? Это историческое прошлое, это знание своего рода, да. Наши предки прекрасно знали свой род ранее, там 3, 4, 5 поколений, потому что это и обязанность с точки зрения и религии тоже. Вот. Надеюсь, я объяснила. Я почему задала этот вопрос, потому что не так давно в ваших социальных сетях был затронут очень резко этот вопрос о том, что многие люди не понимают, для чего вообще нужна эта наука. И на самом деле это вызывает удивление, что есть, к сожалению, такая часть среди нашего окружения, населения, которые настолько пренебрежительно относятся. Если они относятся к истории как к науке, значит, они к своему прошлому тоже относятся пренебрежительно. Получается так. Но не хочу осуждать, хотя меня, если честно, оскорбляет, когда люди не хотят интересоваться прошлым, но кажется, всему свое время на самом деле, потому что, например, бывают ребята, вот я в 15 лет горела историю просто, вот как и сейчас, а кому-то в 15 лет что-то другое, например, нравится, 15-18, всему свое время, я думаю, что люди потихоньку будут приходить к тому, что история это интересно. Тут я соглашусь в плане знания языка, знания истории и заинтересованности в своей культуре, абсолютно ни на ком крест ставить не надо. Не очень, может, удачное выражение, но все-таки действительно каждый человек по-разному приходит, что к исламу, что к знанию, кто он и кем он является. И в каждом эти процессы происходят в свой период. И тут главное, насколько это возможно,
подавать информацию, не отпускать руки и идти дальше в своем направлении, чего я вам искренне желаю. И давайте, учитывая реалии сегодняшних дней, поговорим о такой больной теме, как миграция. Миграция крымских татар. Она есть сегодня, она была 8 лет назад, и на протяжении 8 лет она как-то так проявлялась. Но если вспомнить, опять-таки, прошлые века, мы понимаем, к чему она привела. То есть по определенным данным, только в Турции проживают около 5 миллионов крымских татар. Как вы думаете, сегодняшняя ситуация к чему приведет? Эти данные приводит организация «Эмель». С чем, честно признаться, не знаю, даже согласиться, нет. Я думаю, что 5 миллионов — это слишком завышенная цифра. Может быть и нет. Возможно, они считаются потомками, с теми, кто уже каким-то образом и создали смешанные семьи. Кто растворился уже непосредственно в турецкой среде. Скажем так, процесс миграции в Крыму, из Крыма точнее, он был, скажем, всегда, можно так сказать, но такой очень-очень-очень резкий процесс начался в конце XVIII века. Мы знаем причины, почему так произошло. Огромное количество населения Крыма покидало территории, кто-то оказывался в Добрудже, кто-то дальше там перебирался на территории вот той же части Османской империи непосредственно на материк, да. И эти процессы продолжались. И в XIX веке просто происходили такие ситуации, когда этот процесс обратно вспыхивал. То есть это, например, Крымская война, 1853-56 год. И там, в принципе, можно понять причины миграции крымских татар, да, в этот период. Это период, когда была проведена реформа Александром II в 1864 год, кажется, если я не ошибаюсь. Тоже процесс миграции такой яркий. Опять конец XIX века, начало прошлого века. Эмиграции происходили по самым разным причинам: экономические, политические, религиозные. То есть причин было много. И, конечно же, были тоже осуждения миграции. Например, если мы прочитаем Таржимана Исмаила Гаспринского, он тоже писал о том, что вот меньше и меньше представителей народа становится в Крыму. Мы знаем, что статистика населения... Да, цифры есть. И вот просто я сейчас пытаюсь вспомнить, я сейчас точно, наверное, не скажу. Ну, приблизительно вот 60-е годы 19 века где-то 200 тысяч крымских татар покинуло территорию Крыма. Если мы будем говорить про конец XVIII века, я сейчас точно не скажу, могу ошибиться, но где-то предположительно треть населения покинула Крым, при том, что большая часть населения это были крымские татары. Вот, то есть цифры огромные. Вот, а как к этому стоит относиться? Кто-то действительно растворяется, да, находясь в другом этносе. Кто-то приносит определенную пользу. Например, я всегда говорю, хотя можно со мной не согласиться, я уже представляю комментарии, но я выскажу это мнение о том, что XIX век для крымских татар был очень сложным. Его не зря в литературе прозвали Кара-Асыр, черный век. Но пока у нас в Крыму происходил этот период, на территории той же Османской империи были крымские татары, которые становились влиятельными личностями. Кто-то был поэтом, кто-то писателем, кто-то политическим деятелям. То есть имен много на самом деле. То же самое процесс депортации, когда многие наши соотечественники оказались на грани выживания, когда огромное количество населения погибает, это 46,2%. У нас еще остается частичка людей, которые находились в миграции, которые добавляли что-то в интеллектуальную мысль крымско-татарского народа. И полностью говорить о том, что здесь есть только негативные моменты, ну, про негативные моменты каждый скажет, но я в этом вижу определенные, я постараюсь в этом искать какие-то положительные моменты, потому что какие-то исследования все-таки могли проводиться, какие-то этнографические памятники сохранялись. Опять же, у нас есть, например... Какая-то часть населения, точнее нашего народа, все равно оставалась в активном исследовательском движении. Да. Тот же самый Чингиз Дахджи мог свободно писать про Крым, вот. произведение которого мы сегодня читаем, и
мало какие произведения сегодня могут так описать Крым, как это сделал Чингиз Дагджи в своих романах. Примеров на самом деле достаточно много. Я могу даже в пример привести коллекционер Абдуль-Вахаб Сейд-Халилов. Он вообще путешествовал по всему миру, собирал крымско-татарские памятники. Вот я часто говорю про предопределение, про судьбу. Вот нам кажется, что что-то ужасное происходит, но потом это ужасное для нас сейчас может вылезти чем-то положительным. И если в это верить, искренне верить, то что все равно все будет хорошо, несмотря на то, насколько все ужасно, но потом что-то будет хорошее, что-то может быть хорошее выйдет из этого, это как-то помогает жить и не опускать руки. Вот. В завершении нашей беседы небольшой блиц. Давайте. Посоветуйте нашим зрителям 3 книги об истории, которые им стоит прочитать. Это очень сложно. Так, ну что ж, по истории Крыма, истории крымских татар. Да, Крым, крымских татар. Давайте я сейчас подумаю. Так, Эвлия Челебесия Хатнаме. Читается легко. Это источник. Купить можно в любом магазине. Просто прочитайте и просто вот будете где-нибудь в Старом Крыму, в Бахчисарае, просто читайте эту книгу. Отличная книжка. Потом... Сейчас я еще подумаю, что у нас тут такое интересное есть. Потому что мы можем разделить историю на несколько периодов. Я просто понимаю, что у нас такой пустой вакуум в некоторых моментах есть. Недавно вышла книга «История крымских татар», 3-й том. «История Крымского ханства». Замечательная книга, но она научная, немножко сложно читается. Но при возможности, конечно, ее можно прочитать. Вот прям гуглить в интернете «История крымских татар», Институт Марджани, у них на сайте она висит в PDF формате. Потом из легких книг по истории Крымского ханства это Олег Сагай Воронский, «Повелители 2 морей и материков», 2 тома можно прочитать. Вот, это обязательно чтение нашей литературы. Вот, если есть возможность, там тоже очень много интересных моментов. Вот эти все моменты нужно уметь сочетать, да, чтение. То есть художественная литература и какая-то исследовательская в тандеме даст представление того самого Крыма. Ну, например, вот Чингиз Дагджи меня очень сильно, вот вы сейчас про него говорили, вот «Страшные годы», он меня прям очень сильно вдохновил на поиски следов Чингиза Дагджи в Симферополе. Или, например, мне очень нравится в гости на пир, приглашение на пир к дьяволу. Вот. Прекрасное произведение. Вот просто хотите узнать историю крымско-татарской интеллигенции начала 20 века. Всем рекомендую, кто хочет каким-то образом начать изучать крымско-татарский язык, вот просто со словариком вот это произведение. Теперь стоит перечитать. Вот. И там описана как раз вот татарская учительская гимназия, которая у нас находится в Симферополе, сохранилась. Там сейчас находится коррекционная детская школа Злагода. Замечательное произведение, мне очень нравится. Я очень люблю литературу. Вот да, не бойтесь читать литературу, какие-нибудь научные книги. Это даст свои какие-то плюсы. Я вот сейчас думаю, кого бы еще порекомендовать. Ну, в принципе, эти 3 книги будет достаточно. Я думаю, если наши зрители начнут с них, а следующих мы уже в следующей беседе Иншаллах. Поговорим, какая черта нашего народа больше всего вас раздражает. Я сейчас так подумаю, чтобы никого не обидеть. Но это будет сложно. Наверное, чувство вины. Нам нужно немножко избавляться от него. Комплекс чувства вины. За все буквально. Вот даже где мы не виноваты, у нас какое-то чувство вины ощущается. Наверное, и вот эта вот черта, а что подумают люди, тоже мне не очень, например. Какое качество среди нашего народа вызывает у вас гордость, возможно, какую-то радость? Буйсун Маган. Мы такие незламні.
Вот так хочется. Мне это нравится. Ну, не все, конечно, но вот мне нравится такая упертость. Упертый наш народ, конечно. На кого не посмотришь, все упертые. Но не были бы упертыми, не вернулись бы на родину и так далее. Упертость мне нравится, целеустремленность, упорность, трудолюбие — наши качества, которые мне нравятся очень. Что для вас Крым? Это часть меня. Вот, я думаю, так. Ну, то есть я без этого себя не ощущаю, без Крыма. То есть это то, что вот у меня в душе, в моем сердце. Sağ olun. Siz de sağ olunuz.